hadith from the Prophet Muhammad instructs, whomever among you sees a wrong, let him change it with his hand. If he is not able, then with his tongue. If he is not able, then with his heart. So many of you are living this teaching in your own communities every day, joining your faith and your principles with the American principles that are consistent, actions that take and make life better for your families, for your neighbors, through service, advocacy work, and preaching peace. You deserve to have a president and an administration who will work with you and support you in these efforts, not try to scapegoat your communities or advance xenophobic political agenda on the back of Muslim communities. And if I have the honor of being elected President of the United States, together. В своей речи, вызвавшей воодушевление арабского сообщества, президент США Джо Байден пообещал американским мусульманам положить конец расизму и ненависти и отменить решение о запрете въезда граждан мусульманских стран на американскую территорию. Байден процитировал один из хадисов пророка Мухаммеда, сказав: «Если кто-то из вас увидит порицаемое, пусть изменит это своей рукой. А если не может сделать этого рукой, то тогда языком. А если не может и языком, то сердцем, и это будет самым слабым проявлением имана». Джо Байден цитирует исламские священные тексты и намерен ввести изучение ислама в школьную программу. На этом обещания противника Трампа не ограничились, он заявил, что будет способствовать созданию независимой Палестины. Как теперь объяснить признание кандидата в президенты США в том, что он сионист, хоть и не еврей? Американский политик пообещал включить мусульманских лидеров в свою администрацию, защищать права человека и мусульманские меньшинства по всему миру, такие как рохинджа в Мьянме, уйгуры в Китае. Также он выразил желание помочь в решении проблем жителей Сирии, Йемена и Газы и способствовать созданию независимого палестинского государства. Байден спровоцировал дискуссию среди ультраправых, отметив: «Хотелось бы, чтобы в наших школах нас больше учили исламской вере». Пока противники политика активно используют хэштег «Решетка Шариаджа», другие американцы приветствовали идею знакомства своих детей с другими религиями. Президент США от Демократической партии действительно пообещал создать палестинское государство, но почти 2 месяца назад Байден также заявил, что в случае победы на выборах американское посольство останется в Иерусалиме, хотя, по его словам, помощь Тель-Авиву для его администрации не будет иметь безусловный характер. Как утверждает Байден, он будет уважать акт Тейлора Форса, который был принят в 2018 году после утверждения президентом Трампом. Закон предусматривает заморозку части финансовых средств, выделяемых американской стороной властям в Палестине, если они не прекратят финансировать семьи палестинских заключенных, работавших в местных службах безопасности, или лицам, совершившим нападение на израильтян.